Пачатак нашых рэкалекцый асаблівым чынам ён пачынаецца тут, у гэты момант пры прысутнасці Христу. І мы чуем Слово Божае, якое Пан Езус гаворыць для вучняў. Менавіта паказвае вучням, што недастаткова узглядываць на кніжнікаў і фарысеяў, а трэба требаваць, вымагаць ад сябе болей. І сапраўды, у нашым жыцці Бог, Ён нас кіруе да таго, каб мы узглядвалі ў сваё сэрца, ў сваю душу і вымагалі ад сябе болей, чым другія. Бо ёсць вялікая небяспека, што мы будзем узглядываць не ў сваё сэрца, але ўзглядываць на тых людзей, якія побач мяне, і параўнаваць сябе. А, тут гэты так робіць, то так гэтыя робяць, ну і я так зраблю. А, гэты плохо робіць, а я хорошо зрабіў. А ту гэты так гаварыў мне, а я гэтага паслухаў, бо гэта мой сябар. І мы параўнаваем сябе не да святасці, не да Бога, але пачынаем параўнаваць сябе да другіх людзей. І бачым, што мы можам быць лепшымі ад другіх, можам часамі быць і горшымі, альбо можам быць такімі самымі. І Езус у гэтай сённяшняй Евангеліі паказвае, каб мы не параўнаваліся паміж сабою. Бо наш ідэал – гэта не мой брат, не мой сосед. Наш ідэал – Христус. І на яго наш позірк павінен быць скіраваны. І таму Езус гаворыць сваім вучням, што требую ад вас болей, прыпамінае ім: ідзіце, вы ідзеце за мною, кніжнікам і фарысеяў ёсць другія вымаганні, але ад вас вы крочыце за мною. І таму узглядвайце на тое, што я гавару, пачуйце тое, што я гавару. І сапраўды, можа адразу нарадзіцца пытанне: ну ці варта ісці за Езусам? Бо як я буду веруючым чалавекам, пайду за Езусам, то мне гэтага не можна, гэтага не можна, гэтага требуюць, этого требуюць, то можа варта быць неверуючым. Помню, у Гродні, это было ў 16-м годзе, на встрече молодежи, і моладзь, якая была пры францішканах, і на спатканнях былі розныя тэмы, і быў вялікі пост, это быў 17-й год уже, быў вялікі пост. І так мы в добрых такіх адносінах з імі былі, што яны маглі ўсё сказаць, што яны не скрывалі нічого. І гаворыць адзін хлопец: ну, отец, ну да, ну, честно, я так вот смотрю на своих, учуся в колледже, я учился в педагогическом колледже, говорит, учуся в колледже, но на самом деле, вот смотрю на своих друзей, им легче жить. Яны в пятницу все идут на дискотеку, гуляют. Яны маюць з дзяўчынамі адносіны каждый месяц з другой, не абмежоўваюць сябе. Им легче жить. Вот я ну, вот так, если так по-людски говорить, так, не, порассуждать, что неверующим человеком легче быть. Он пытается, а почему вот так вот, да, что у нас какие-то правила, этого можно, этого нельзя, это под запретом, это бронь Божия, каб ты этого не зрабіў, и так далее. Суть в том, что у нас ничего нема под запретом, как мы понимали. Чи я могу согрешить? Чи я могу пойти на дискотеку в пятницу? Ну, пойду. Чи мне кирпич с неба по голове упаде? Ну, не. Чи могу совершить какой-то грех? Могу. У меня не связанные руки. Бог не связал моих рук. Не связал моих ног. Я все могу. Я свободный человек. И эту свободу мне дает Бог.
Толькі каб мы разумелі то же самае, што Бог дае запаведзі і падсказкі, як пражыць сваю жизнь. Сёння едучы, быў уже жоўты, остановился я, але другі паехаў і пераехаў там на красным, уже тут така на перекрестке кольцевым. І чи можна ездить на красный? Можна. Хто сказав, що нельзя? Хто тебе затрымае? Хіба што гаі стаіць, то адразу тебе затрымаюць. Але приедешь. Только суть в том, что можно по жизни проезжать на красный свет, не только на дорогах, переходить черты греху. Один раз выйдя, без последствий. Але второй раз ты можешь убить кого-то, проезжая на красный свет, и поносить последствия всю свою оставшуюся жизнь. Можно согрешить. Мы маем выбор. Только наши поступки имеют последствия. Из-за этого Иисус требуя, из-за чего? От своих учеников больше. Вы будьте прикладом, как прожить эту жизнь, как быть счастливым. Вы будьте теми людьми, которые будут прикладом и светочем, за яким потянутся. Не шукайте, что поддержки у других людей. Вы шукаете поддержки у Бога. Бо другий человек может разочаровать, предать и так далее. Из-за этого мы маем выбор, как поступать. Але как мы разумели, что Бог подсказывает нам, как мы достойно прожили свою жизнь, бо каждый поступок мае последствия, и мы часами это забываем. И когда многие люди говорят, жизнь научит. А что такое жизнь? Жизнь не учит. Жизнь – это время. Это не особа, это не человек. Жизнь – это початок рождения до конца моих дней – это смерть. И ни человека, ни жизнь учит, только человека учит, когда человек встречает последствия своих ошибок. И тогда человек на последствиях своих ошибок учится, что так поступать нельзя. Человек учится. Бог не карая. Кто-то может сказать, Бог покарал меня за что-то. Бог, бо я согрешил. Не, кирпич на голову мне не упадет, если я буду грешить. Не ожидайте, что тут на земле будет за жизнь суд. Тут на земле живут и добрые, и злые разом. Чакайте жніва, прийде момент. То, що пан Єсус, ученики говорять до пана Єсуса. Пан Єсус говорить, оставьте гэтае зерне і гэтыя сорняки разом, хай вырастут, а сейбіт потом уже сам разберется, хай они взрастают. Из-за этого теперь только, как мы ответили на один вопрос. Чи я з'являюся тим колосом добрим, чи в моїм житті все-таки починає проростати цей сорняк, не? Що моє життя перестає бути добрим і Божим. Бо согрешить, говорю, всегда есть возможность. И грех человек має выбор. Бог не забирає нам свободную волю. Бог нам подсказывает, как прожить свою жизнь так, как не я сам не страдал, как последствия моих действий мне не болели. Але вторая вещь. Последствия моих действий, моих ошибок ранят не только меня. Мы говорим и осознаем, как люди веры, что ранят яны Бога, бо мы отворачиваемся от Бога. Але еще одна есть вещь важная, что ошибки мои, грехи мои, так треба назвать, ранять тих людей, які мене люблять. Ви поглядите. Як ви будете їхати в трамваї, чи в тролейбусе, автобусе, и вам кто-то скажет плохие слова.
Вы посмотрите, ну, скажете, ну, да, чего вы ругаешься, можно спокойно сказать, и пойдете, не? А если эти самые слова скажет вам друг ваш, самый близкий, и не заболять? Тыя самые слова, только разные отношения тых людей, которые их сказали. Тыя самые слова, что скажет кто-то чужий, а скажет жена. И не заболять. И тому мы раним своими грехами не только себя, але раним тих, хто нас любить, хто нас окружає. Мы раним нашими словами и поступками тих, хто нас окружає. Як хто-то має дітей, то прекрасно це знає. Саме сильно болить тое, когда поранят дети своих родителей, разочаруют, обидят. А из-за чего? Бо родители отдали свою жизнь своим детям, посвятили. И тому Иисус нам, показывая, и в сегодняшнем Евангелии говорит, требуя от нас большего, для чего? Чтобы мы были счастливыми людьми. Тут уже на земле. Але также были счастливыми с нами другие люди, которые нас окружают. Как мы несли счастье, не слезы, не обиды, не гнев, але счастье. Бо тогда, як Иисус говорит, владарство Божие сярод нас. И мы это владарство строим. Тады с нами становятся счастливыми те люди, которые нас окружают. Иисус клича апостолов до этой глубины, как выходить глубей, идти за им и узглядывать на Иисуса. И тому, как мы через этот час попробовали узглянуть на Иисуса. Не глядеть на соседа, на жонку, на мужа, на кого-то там, как муж, чи кто-то там, да. Але узглядывать на себя, такие, какие есть, и на Иисуса. Одним з такої школи духовості є спосіб, коли чоловік не знає, як поступити. И в игнатианской тоже это духовости, это есть в лекции Дивина, что когда человек не знает, как поступить, який выбор сделать, то советуется задать человеку один вопрос, как сам себе задал перед выбором. Погляди и подумай, если ты выберешь этот выбор, сделаешь чи этот, то подумай, чи Пан Иисус тебе за это похвалит. Бо если не похвалить, то не стоит этого выбирать. Чи Пан Иисус тебе похвалит за этот выбор? За твои слова, за твои действия? Бо искренность, она рождается в нашем сердце. Я не знаю ваших мыслей. Я не знаю ваших привычек. Я не знаю, что у вас тут и что тут. Жена, родители, друзья тоже этого не знают. Знаете только вы и Бог. Из-за этого, как узглянуть на себе и отважиться узглянуть на Христа. Убачить, чим ми відрізняємося. Моє серце і серце Єсуса. Тому жадаю, щоб цей час був тим позірком, коли ви узглянете на своє серце щиро и взгляните на Иисуса. А будете свидетелем большого чуда. Какое? Сами увидите. Аминь. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты.
сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!